Это что за неожиданность? Мало того, что я в шкафу, так я еще и голый. Хотя... сейчас что-нибудь подберем. Хозяин этого шерстяного пиджака, видимо, весело гулял на застолье, угодив пару раз локтем в салат. Пятна теперь ничем не выведешь, глубоко въелись. В этом платье какая-нибудь девушка кружилась в вальсе на выпускном балу. Это пальто когда-то было очень модным, но теперь хозяин забыл о его существовании. Если задуматься, у каждой вещи есть своя история. Не то, не то, и это маловато. О, вот это, пожалуй, подойдет. Кто здесь? Выходи, стрелять буду. Чем? Этим? Отвернись. Я что, такая страшная? Да нет, я просто не одет. Это было трудно не заметить. Одевайся скорей. Ты что тут делаешь? Сижу, а ты? Тебя тоже здесь забыли. Все, что нужно забыть, люди обычно прячут подальше, чтобы глаза не мозолило. Наверное, поэтому они и придумали шкаф. Повесил ненужную вещь и забыл. Интересно, внутри нас тоже есть шкаф? Шкаф? Внутри нас? Хотя, знаешь, наверное, есть. Куда-то же мы прячем свои воспоминания и чувства. Тебе сколько лет? 18. И мне. Позавчера исполнилось. У тебя все документы подписаны? Да. Никогда не подумала бы, что так страшно будет уходить отсюда. Знаешь, а я рад. Наконец-то самостоятельная жизнь. И поэтому прячешься здесь от воспитателя? Ни от кого я здесь не прячусь. Я за одеждой пришел. А ты своих родителей помнишь? Не, я их даже не видел никогда. Я своих помню. Как не пыталась забыть, не смогла. Главное, они о тебе забыли. Что? Откуда ты знаешь? Может, у них проблемы? Их проблемой была ты. Вот они от тебя и избавились. Что ты сказал, придурок? А ну-ка повтори. Хочу все бросить. Знаешь, как каждый вечер мне уже ничего не надо. Чередование времен года. И вот опять осень. И я утопаю в листопаде. Тихо. Воспитатель идет. Обещай выполнить мою просьбу. Никогда, слышишь? Никогда не делай свои вещи ненужными. Обещаешь? Скорей. Обещаю. Знаешь, как каждый день меня терзают сомнения. Знаешь, как каждую ночь я выбираю быть мне как солнце или быть просто тенью. И я себя вновь собираю.